Северной Осетии невозможно зайти ни в один дом, чтобы затем не последовало приглашение к столу. К тому же и нам интересно услышать что-то интересное о жизни этого уголка нашей республики. Селение Комсомольское, известное как Дашков, известно своей традицией гостеприимства. И мы уже вот сегодня попали вновь за прекрасное застолье. И нас встречает замечательный старший этого дома Юрий Кулаев. И у вас есть свои традиции, вы мне говорили. В общем-то, это не традиция именно Дашкова, а это традиция, всеостинская традиция. У осетин испокон веков, когда были добрые дела, особенно свадьба, на стол ставили 3 пирога с картофелем. Но это было недостаточно для того, чтобы удивить гостей, родственников, кого-то еще. Вдобавок еще ставили мед. Да? О чем вы говорите? Пироги с медом? Пироги с медом, картофчата. Очень вкусно. Попробуйте сейчас. А вы нам продемонстрируете, как это? Вот ставились вот так. Вот так влете мед. Вот. В тарелку. Это очень добрый мед, вкусный мед, наш мед. Значит, отламываешь кусочек картофеля, картофчина. Вот И так. макаешь. Макаешь вот так. И пробуйте. А вообще нам очень интересно историю возникновения села услышать. Изначально вот это место, почему по сегодняшний день село называется Дашков, он как бы видоизмененная форма. Там не «ф» в конце Дашков, а Дашков. Воронцов был такой наместник царя на Кавказе. Вот интересно. Наместник царя на Кавказе. Он проходил, все дороги проходили через Моздок, а мы с Моздоком тут граничим. Все дороги проходили здесь. Проезжая здесь, вот этот наместник царя со своей свитой, со своей охраной, значит, видит, что тут красиво. Тут посмотрел, все осмотрел. Ну, дронов не было, конечно, но у него глаза хорошо работали. Да. И вот, значит, думая о том, а зачем еще идти, давай отдохнем здесь. И привал сделали тут. Отдохнули. Кто-то донес, что это Дашков. И вот первые переселенцы были за Макульти. Это было около, точно не помню, но около 10-15 фамилий. Это Хуцистовы, Дзиловы, Цомартовы, Кусовы, Токаевы. Ну, Дашков жил в этом селе? Дашков, он не жил, он остановился. Он просто остановился. Но тут вообще никого не было еще. Почему их заманило сюда за Манкульцев? Потому что они слышали, что там остановился Дашков, Воронцов и Ларен. Ничего себе. Но его не назвали тогда изначально Дашков, а село называлось Илларионовка.